Обычная попытка отыграться. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как Грозин назвал поджигателей афгано-таджикской границы. Подписывайтесь на наши обновления и будете в курсе всего самого интересного. В середине февраля аккаунт в Твиттер якобы главы Генерального штаба новоиспеченного Эмирата Афганистан анонсировал отправку 10 тысяч солдат на север страны. Многотысячная дивизия вооруженных солдат, по данным из неподтвержденного Твиттер-аккаунта Кари Фасихуддина Фитрата, должна расположиться в провинциях Бадахшан, Кундуз, Тахор и Балх. Однако источники, а затем и сами талибы опровергли информацию о перебазировании военных. Кому было выгодно дезинформировать общественность и зачем это было сделано? Об этом рассказал старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, зав. Отделом Центральной Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин. Он напомнил, что первым, кто распространил эту тему, вынес ее в массовое обсуждение, стали казахский филиал «Радио Свобода». Тот, кто больше всего об этом говорит, тот больше всего и заинтересован в том, чтобы данного рода тема в подобном варианте интерпретации становилась поводом для обсуждения, добавил эксперт. Грозин отметил, что инфоповод потащили все западные журналисты, а региональные СМИ такое проигнорировать просто не смогли. А кто-то и попросту перепечатал, увидев, что речь идет о Таджикистане. Налицо маленькая операция большой информационной войны, которая идет и будет идти дальше, подвел промежуточный итог политолог. Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН пояснил, что если брать момент с армией талибов, а именно с возможностями новой афганской власти укреплять свои военно-политические структуры, в том числе и в регионах, сама по себе тема не должна вызывать каких-либо алармистских суждений. Афганистан – это сложная страна, талибам досталось, мягко говоря, очень непростое наследие в разных регионах, добавил Грозин. Эксперт напомнил, что у нового афганского правительства напряженные отношения с жителями регионов, где пуштунское население не является доминирующим. Им необходимо наводить порядок в удаленных от официального центра провинциях. Они это и делают. Андрей Грозин отметил, что нет никаких гарантий, что у талибов получится что-то толковое, даже если они реально усилят север страны многотысячной армией. То, как сейчас в Афганистане решаются организационные административные вопросы, дипломатично говоря, позволяет поставить под сомнение реализуемость и соответствие официальным заявлениям реальное положение дел, в том числе и в отношении с усилением военного присутствия в северных провинциях, скептически прокомментировал он. А как вы относитесь к таким мыслям? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Специалист по Центральной Азии добавил, что наверняка военных там будет не 10 тысяч, а намного меньше, если будут вообще. Отметим, что источники подтверждают это предположение. Армия талибов в афганской провинции Бадахшан находится на стадии формирования. Пока там базируется несколько сотен военных, а расширять подразделения в составе регулярной армии планируют максимум до 3000 человек. Политолог уточнил, что подхватывать тему о том, что на границах Центральной Азии нарастает некое военное напряжение, это вопрос интерпретации в информационной войне. А информационная война ведется теми, кто Афганистан проиграл во всех смыслах, а сейчас пытается изобразить, что вовсе-то он и не облажался, а наоборот победил, заключил Грозин. Напомним, что информация о том, что талибы выдвигают к северным рубежам Афганистана крупные армейские соединения, появилась 14 февраля в твиттер-аккаунте начальника Генштаба вооруженных сил Каири Фасихуддина Фитрата. Якобы афганский военный отметил, что это профессионально подготовленные батальоны, оснащенные современной техникой НАТО и вертолетами поддержки. В сообщениях фигурировали острые заявления о том, что в случае малейшей угрозы со стороны любой соседней страны будет дан молниеносный ответ. В ходе журналистского расследования было установлено, что аккаунт Кари Фасихуддина в Твиттер не то чтобы не верифицированный, но даже и не подтвержден новыми властями Афганистана. Источники сообщили, что группировка войск на севере Афганистана только формируется. Известно, что у бойцов пока нет оружия, а их численность не превышает 100 человек. Также известно, что армия дислоцирована в аэропорту Файзабада. В будущем ее численность планируют увеличить до 3000 бойцов. Кстати, дивизия называется не «Третья жизнь», а «Третий Умар» в честь основателя радикального движения Муллы Омара. Впоследствии с официальным заявлением выступил замминистра культуры и информации талибов Забихулла Муджахид, который сообщил, что аккаунт главы вооруженных сил Афганистана – это фейк. Более того, у Кари Фасихуддина Фитрата страниц в Твиттер нет вообще. А как вы думаете, кто это делает и зачем? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!